Вітаю, шановне господарство. Сьогодні у нас 3 сакавіка. Ось, сьогодні посилочка, замова з Бідренка Home. Это Бідренка, это такий вельми розповсюджений маркет крама, да. Вот. Home это домашняя техніка, там продається у них подразделение. Ось. І сьогодні ми ще з вами, окрім як розпаковуємо посилочку, ми ще пишемо гук про мікрофончики, які ми купляли. Ось мікрофончик. От, я його зараз почеплю. От, і можна буде справдити різницю. Так, от почепив мікрофончик. І от, значить, я вельми здивлений, коли сумленно так розповідати. Ну, давайте откинем, значит, скрин, что у нас. Это биометричные шалі, да, ваги. У беларускай мове вельми шмат адзначэнняў, как называются шалі, ваги, и еще есть варианты. Вот, значит, биометричная есть фирма, называется Танита, японская. У них, у той фирмы шалі каштуюць от, по-моему, от 50 евро. Вот, гэтые обышліся где-то штосьці каля 50 злотых. Вот. Ну и как мы бачим, яны шкляныя. Вот, давайте распакуем, поглядим. Вот. Биометричные, что они... Так, давайте так вот. Биометричные, значит, максимальный заявленный нагрузку якую 180 кг, LCD дисплей, автоматичное влучение, да, есть память на 10 человек. Вот они, по-моему, не памятаю. Ну, не суть, не будем. Вот. Значит, узваживая, колькі воды ў теле, каже, колькі мышечной массы, колькі тлушча. Ну, наверное, это все-таки, да, этот самый просто тлушч. Вот. И масса кости. Вот они есть еще таки показчик, як, значит, как его, висцелярный тлушч, это тлушч, які вокол органу внутренних організму, і ще показчик такий, як колькі гадоў. Но колькі гадоў менавіта арганізм, як адчувае себе на колькі гадоў. Можа быць, яшчэ штосьці там прысутнічае, но я уже дакладна не памятаю. Вот. Выглядаюць яны так ось. Вот. Так, ну і ідуть, в комплекте одразу йде батарейка. Вот, тестить не будем. Вот. Трошки пазней тады. Дадам яшчэ до гэтага відэа, это будзе ўжо іншы дзень. Вот, распавяду, як яны себе паводзяць, і мажліва, хутчэй за ўсё, што мы паспрабуем, покажу, як яны паказваюць, узважваюць біометрію. Так, давайте запакуем. Так, обратно. Ну, як ви бачите, да, пишет, что фирма немецкая, но хутчэй за все, что это только лейба немецкая, а выпрадуктованы они будут, як і ўсё ў Китае. Зараз погляжу. Ну, написано
Made for Europe. Тобто зроблено для Європи. Зараз. Польський, український, польський, русский. Так. Ну, ничего про репродуктування не написано. Продюсер Адлер Europe Group, Адлер СП Зозова, улица Ардона 2А, Варшава пишется. Вот. Что-то не фокусируется. Так, Варшава. Ну, вроде как в Польше зроблено. И чему я куплял? Был шуруповертчик, шуруповерт. Значить, чому купляв? Тому що, ну, треба в господарці шуруповерт. І ось купляв цей шуруповерт. Коштував він щось там зовсім мало. 100 з лишнім злотих, 114, ну, додам. От, скільки він там коштував. Так. И как бы основная его цена 150, а тут как бы промо-акция была. Купи за 114 или за 120. Я погляжу, потом цену отзначил, что шалей, сколько я заплатил за них, что... Вот, не написано было, что у шуруповерта есть бокс, да, об этом я не думал, что он есть. Вот, и это меня вельми здивляє, что он есть. Звичайно, такие вот шуруповерты, шурубокрент, вот, яны идут без таких вот боксиков. Аніте – это фирма, это бедренковский бренд, ну, зроблений хоче за все, что, як і все в Китаї продуктовано. Да, пах такий, да, made in China, вот. Да. От. Зараз ви, до речі, бачите якось запису зроблено на от новий мій телефончик. Этот Motorola. І я гляжу, що вельми древняя. Вот. Ну, две хуткости плюс-минус, что добро. Да? Тут вот означается зарядка батареи. Право-лево. Ну, все квадратное такое в плане того, что ну, прям, ну, для дома это, скажем так, добро. Значит, аккумулятор, сколько он там, 12-вольтовый. Ну, наверное, такие же самые. И подобный, як у Боша. Вот. Классно, что это, значит, зарядка, вот бачите, так. И еще они в комплект кладут вот такие вот наборчик. Это, значит, битки. Вот. Повылазили тут. Значит, магнитный триматель, биты и сверлы. Вот. Ну, в принципе, коли вы купляете просто для того, как бы дома там трошечки что-то подрелить, да, не професійно, то для першого разу это саме то. Плюс глядите, як я, ну, все тут хоп-хоп положил, все. Вот. Ну и плюс боксик. Я памятаю, в Беларуси, в Светлогорску куплял подобный китайский шуруповерт. Да. Он просто был в скрине без никаких там бит, без ничего. Но тут вот ты можешь сходить куда-нибудь. То есть транспортировка его вельми просто. Ну, паспрабуем его у справе и трохи пазней відэа надасться. Ну, а на гэтым усё.
На сьогодні все. Тоді наступний час побачимося. Вітаю, шановне господарство. Ось, сьогодні ми тестуємо этот шуруповертик. Вот, тестуем его в этом же вот составе, что ему дадено в комплекте. Вот, магнитный триматель биток. Вот, есть тут регуляция этих самых момента затяжки. Так, ну и вот. В принципе, как я казал, это той же самый Bosch. Вот. Давайте поставим где-нибудь. Вот. Градация 1, 5, 9, 13, 17, 21. Так. Вот. Поставим 10. Стрелочки тут, до речі, нема. Вот. Что тут регуляция идет. И где-то тут сбоку так само нема. Но. Вот. Единичка. 9, 10. Так, і будемо використовувати ми PH бітки, PH2. От. PH2. Так. Вот. Вставляємо, що мацуємо. І шуруповертики, шрубики. Зараз достанемо шрубики, побачимо, як сама по собі бітка буде триматися. Закручивать будем у ДСП и будем еще сегодня дрелить. Вот. В принципе, сама по себе битка тримає. Вот, коли взять так саму битку, то не тримає. Тобто биты не намагничені самі по себе, а проходит намагничування через магніт тримателя. Ну, зрозуміло, то все на узровні таким ширпотрепочним, споживецьким. Ну і закручувати будемо ми у комоді задню стінку ДВП. Ось. Тут наклали. Опять хтось дзвонить. Ну, давайте вже один закрутим. От, 10 мало. Вибачаюся. Так, ну ось, протягиваем. Прервали меня телефонованием. Так, вот, заважу, поки крутил. Значит, битка, вот, бачите, дренна. Ну, китайская, звичайна ширпотрепочная битка, только что тут надеется. На конт усилия поставил на 5. И вот прокрутила. А так звичайно затримливаю. Калиту тут взять трохи ниже. Вот. Ну, зараз прервемося, поки я тут буду крутити, щоб не затримувати час. От, і наступним включенням покажу, як він буде сверлити. Так, ну ось, і вернулися ми. І, значить, треба нам тут проделити 2 дірочки, бо треснула тут саменька, як я дощечка, як трохи приклеїться, то я тут трохи клеєм запискав. Ну, тут знову таки так, чисто для тесту. Так. Вот. Откручиваем эту штучку и возьмем, наверное, это сверлышко под... Да, это сверлышко под вот эти шрубчики. Или треба меньше взять. Меньше. Да, для сквозной дырки меньше возьмем, для этой дырочки, которая будет под потай, як бы, возьмем больше. Возьмем якое нам взять. Вот это вот возьмем. Под потайчик. Так, ну и спробуем дрелить.
Ну, бачите, б'є. Не ведаю, то ли сверло кривое, чи все-таки патрон. Ну, дно таки, сходячи з того, що коштувало нам это 100 злотих. Различие, что-то там. Прям и чекатят. Я лечу, что не след. Вот, продрели дырочку, да, вот. Укладаем, ой, обратно горячо. Трошки продрелили. Не знаю, мясо тут все равно раз это самое раз крутится. Ну да ладно, растрескается, потому что там трещинка есть. Вот так. Ну и вкрутим. Это уже дрова. Вот. Аккумулятор я не подзаряжал, поэтому як отрымливается, так и отрымливается. Ну и увеличивать треба что. Ну вот, в принципе, для дома рекомендую. Можно куплять и користаться. Так, ну на этом переходим к другой частке тестованию шалёў. Так, ну переходим. Так, знову таки вітаю вас. Переходим до, ну давай, оп, до, значит, тестования шалёў. Я уже тут подналаживал трохи. Значит, вот программки. У меня это первая программка. Вот. Ну и будем глядеть, какие будут выники. Как было зрозуміло, 41 год мне, 183 сантиметра я, и я мужчина, там значено. Вот я уже взваживался, мне просто жахосно стало. 90 килограмм. Вот, значит, толще 27%. Давайте глядеть. Вот, что у меня тут. 90 килограмм, 27,6 это тлущ, 34 отсотка воды, 39 мышцы и кости 12,6 отсотков. Вот. В принципе, необходимо показываю, что потребно, да. Один момент, что не записываю память, то есть мы не можем поглядеть. И як бы, то есть при вымирании, коли жадаешь сочить, тут треба записывать на этот самый, на паперку. Вот. Ну и, наверное, на гэтым будет все. Так, вот. До наступного разу. Всього найлепшого.